Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Обозначены альтернативные источники энергии. Российские власти планируют активно развивать водородную энергетику в ближайшие годы. Теплая зимняя обувь за прививку от коронавируса. Концерн «Сахабулт» планирует разыгрывать сертификаты различных номиналов. Праздник самых близких и родных людей. В Якутии сегодня День матери, а в России впервые отмечают День отца. Прокуратура региона организовала проверку по факту нападения мужчины на 5 пациентов Якутского республиканского наркологического диспансера. Напомним, 47-летний житель столицы устроил поножовщину в медучреждении накануне вечером. Мужчина нанес ранение другим 5 пациентам. 4 доставлены в республиканскую больницу, 1 пострадавший скончался. После нападения мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. С ножевыми ранениями он также госпитализирован, говорится в сообщении. По факту происшествия возбудили уголовное дело по признакам преступления, убийства и покушения на убийство 2 и более лиц. Кадры другого происшествия мы получили сегодня. Накануне на реке Вилюй в Верхневилюйском районе затонул небольшой буксирно-моторный катер. При этом, по словам очевидцев, пострадавших нет. Катер с другими участниками водного движения не сталкивался. Люди за борт не падали. Напомним, переправа на реке Вилюй закрыта с 11 октября. Тем не менее, катер продолжал движение и затонул 16 числа. Сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Отметим, шугоход и ледостав различной интенсивности наблюдают на реках Марха, Вилюй и Оленек. А паром Нижний Бестях-Якутск предварительно курсирует до 25 октября. Компания «Полярные авиалинии» открыла продажу авиабилетов по регулярному маршруту из столицы республики в Алекминск и обратно. Период продаж с октября этого года по март 2022. Рейсы будут выполняться на самолете Ан-24, говорится в сообщении перевозчика. Вылеты в октябре организуют 23, 27 и 30 октября, а с ноября по март их будут осуществлять по вторникам, четвергам и субботам. Новый порядок выезда детей за границу вступил в силу в России сегодня. Один из родителей теперь может запретить вывести ребенка в одну или несколько стран на определенное время. При этом срок рассмотрения его заявления об этом займет всего 2 дня, сообщили агентству ТАСС в пресс-центре МВД России. Так, заявитель имеет право установить как общий запрет на выезд ребенка из России, так и запрет на выезд в конкретное государство. Кроме того, теперь у законного представителя ребенка есть возможность самому вывозить ребенка за границу. Условием в данном случае является наличие у него российского гражданства. Если же заявитель иностранец, то ребенок не сможет выехать ни с ним самим, ни с другим родителем. Киноэкипаж успешно вернулся из космоса на Землю. Летчик-космонавт Олег Новицкий и участники космического полета, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко успешно приземлились в расчетном районе в 7:35 утра по московскому времени. Прямая трансляция посадки шла на сайте Роскосмоса. Отмечено, что четко сработали поисково-спасательные группы. Первые 2 вертолета были в точке посадки буквально через несколько секунд после срабатывания двигателей мягкой посадки. Идем далее. Российские власти планируют выделить более 9 миллиардов рублей на развитие водородной энергетики в ближайшие 3 года. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по водородной энергетике в Москве. Премьер отметил, что для выполнения поставленных задач правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики, в рамках которой создадут профильные кластеры и пилотные проекты по производству и экспорту водорода. Кроме того, глава правительства сообщил о заключении с компанией «Газпром» соглашения о развитии водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. На это направление в рамках одной из 42 инициатив социально-экономического развития, которые были поддержаны президентом и которые правительство утвердило на прошлой неделе, предусмотрено более 9 миллиардов рублей. Эти средства в ближайшие 3 года будут направлены в том числе на разработку конкурентоспособных отечественных технологий производства, транспортировки и хранения водорода. Создание полигонов по апробации технологий для водородной энергетики, в том числе и в арктической зоне.
Более 235 миллионов рублей лишились жители Якутии в результате общения с дистанционными мошенниками. Схемы их действий бывают разные, и по мере привыкания населения к одному из них придумывают новые. Как обезопасить себя от аферистов, расскажет Ульяна Шагина. Один раз позвонили и сказали, что с какого-то банка звонят и требовали, просили данные. Я им сказал, что в отпор вы мошенники, и отключил. После этого они не стали звонить. Матери тоже звонят. Но я ей говорю, чтобы она не брала трубу. Порой мобильные мошенники бывают и настойчивыми. Приятный уверенный голос, представляясь банковским сотрудником, вызывает доверие. Они действуют так убедительно, что по их просьбам многие и не успевают понять, как на чужой счет перевели сотни тысяч рублей. За 9 месяцев текущего года на территории Якутии зарегистрировано 2232 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий ущерб от совершенных в отношении жителей республики дистанционных хищений превысил более 234 миллионов рублей. Нужно помнить, что сотрудники банков никогда не сообщают о подозрительных операциях по вашей карте. Они не спрашивают коды безопасности. Если раньше считалось, что дистанционные мошенники чаще обманывают пожилых людей, то в последнее время попадаются и молодые люди. Анализ преступлений показывает, что наиболее подверженными дистанционным хищениям являются лица, относящиеся к возрастной группе от 30 до 49 лет. Мы вышли на улицы города и расспросили людей, сталкивались ли они с дистанционными мошенниками. И 100% опрошенных как минимум один раз общались с аферистами. Ну да, было дело. Как вы узнали, что это мошенники? По их поведению просто трубку скинул и все. Писали, звонили. Ничего, трубку вешала. Сталкивались, жену чуть не развели. Было дело. Была служба безопасности, и самое основное – это ваша карта заблокирована, на вашей карте зарегистрированы несанкционированные действия. В МВД есть даже статистика, что в 60% случаев жертвами этих мошенников являются женщины. При этом телефонные звонки чаще всего поступают с 10 утра до 6 вечера. В рабочее время, когда человек занят и чаще всего в торопях может принять неправильное решение. Они давят обычно на очень сильные, яркие чувства человека. Во-первых, это страх. Если человека очень сильно напугать, он будет согласен на все, чтобы избежать чего-то плохого. Помимо банковских сотрудников, мошенники размещают в интернете подложные объявления о купле-продаже. Быстрый заработок предлагают биржевые площадки. Представляются сотовыми операторами. По мере привыкания населения к одному из видов обмана придумываются новые. И обезопасить себя от них можно только в случае, если не разговаривать с ними и не сообщать им свои личные данные. Ульяна Шагина, Иван Яковлев, Артем Алексеев, Якутск. Далее к эпидобстановке. Еще 253 человека заболели коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, сообщает Оперштаб. Из них 130 в Якутске. По 13 случаев заражения ковид в Мегино-Кангаласском и Намском районах, 10 в Мирнинском, 9 в Верхоянском, по 8 в Алданском, Вилюйском и Кобяйском районах, в Амгинском, Сунтарском и Чурапчинском улусах по 6 заражений. Еще в 11 районах от 1 до 5 случаев заболевания. Исследовано за сутки более 5500 проб на ковид. А среди людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, национальный концерн «Сахабулт» проведет розыгрыш сертификатов. Для участия в розыгрыше нужно пройти вакцинацию в пунктах медицинского центра, которые находятся по адресам Кальвица 3 и 202 микрорайон, корпус 2, а затем получить купон. Выявлять победителей будут каждую пятницу в прямом эфире на инстаграм-странице «Сахабулта». С помощью генератора случайных чисел разыграют сертификаты номиналом 1000, 3000 и 5000 рублей. Идея данного розыгрыша возникла как дополнительное стимулирование пациентов для вакцинации. Все мы помним и знаем о важности и по необходимости вакцинации, чтобы защитить себя от коронавируса. И сейчас идет самый период, когда мы закупаемся теплыми вещами, готовимся на зиму. И совместно с концерном «Сахабулт» мы решили провести совместный розыгрыш подарочных сертификатов среди пациентов, которые у нас прошли вакцинацию.
Тем временем коллективный иммунитет в России достиг 45%, сообщили в Федеральном оперштабе. По данным на середину октября 51 миллион россиян получили одну прививку, а 47,5 миллионов полностью завершили цикл вакцинации. Вместе с тем количество случаев заражения приближается к 8 миллионам. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что для достижения коллективного иммунитета вакцинацию должны пройти не менее 80% населения, то есть более 90 миллионов человек. К другим темам. В республике сегодня День матери, а в России впервые отмечают День отца. С праздниками якутян поздравил глава региона Айсен Николаев. В нашем стремительно меняющемся современном мире для каждого молодого человека важно иметь четкие ориентиры. В этом важном процессе основное влияние имеют родители, мать и отец. В Якутии огромное внимание традиционно уделяется повышению статуса матери и отца, росту количества многодетных семей, их материальной поддержке, говорится в поздравлении Айсена Николаева. В честь Дня отца в Якутске возложили цветы к стеле «Отцу и сыну». В церемонии приняли участие представители Министерства труда и соцразвития республики, окружной администрации столицы, городской думы, Лиги отцов и Совета отцов Якутска. Напомним, что этот праздник на всероссийском уровне отмечается впервые. Согласно указу президента страны Владимира Путина, День отца с этого года будет отмечаться в 3-е воскресенье октября. Очень примечательно, что для жителей Якутии вообще выпала уникальная возможность в этот день, в 3-е воскресенье октября, праздновать два праздника. Это и День отца, и День матери в Республике Саха-Якутия, который учрежден еще первым президентом в Якутии в 1993 году, День матери в Республике Саха-Якутия. И вот поэтому сегодня я бы хотела поздравить всех родителей, всех матерей, всех отцов с этим замечательным днем и пожелать, конечно, здоровья и семейного благополучия. А накануне Республиканского дня матери региональные власти и представители администрации столицы возложили цветы к памятнику матери. Отметим, что этот праздник был утвержден указом президента Якутии в сентябре 1993 года. Его отмечают каждое 3-е воскресенье октября. В 2017 году указом главы Республики Саха-Якутия в республике учрежден знак «Мать-героиня Республики Саха-Якутия» и знак «Материнская слава» 1, 2, 3 степени. И на сегодня 22 матери носят это высокое звание «Мать-героиня Республики Саха-Якутия». 22 матери. И ежегодно присваивается это звание нашим многодетным матерям, имеющим 10 и более детей. В последние годы в знак признания созидающей роли матери по инициативе жителей, общественных организаций, при поддержке муниципалитетов на местах восстанавливаются и идут работы по созданию памятников и скверов матери. Мы поздравляем всех отцов и матерей с праздником. Ну а на этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до свидания.